Добрый день, уважаемые ученики. Меня зовут Касенова Салтанат Чайнуровна. Я живу в Алматинской области, Каратайском районе, города Уштобе. Работаю в средней школе имени Кемеля Тукаева, преподаю математику. Сегодня я с вами хотела бы провести математику в 6 классе. Пожелать вам крепкого здоровья и побольше радостных минут. Начинаем. Для начала я хочу у вас спросить. Скорость поезда 70 км в час. Какое расстояние пройдет поезд с этой же скоростью за 1 час, если время равно 1, 2, 3 часам? Хорошо. Все мы знаем, что S – это расстояние, V – это скорость, T – это время. Вы легко воспользовались формулой, чтобы найти расстояние, надо скорость умножить на время. Проверяем. Молодцы. У вас также получилось. S равно 70 умножить на T. За 1 час мы узнали, что расстояние равно 70 километрам. За 2 часа поезд проедет 140 километров, и за 3 часа он проедет 210 километров. Хорошо, молодцы, прекрасно. Следующее задание. Сторона квадрата равна А сантиметрам. Найдите его периметр P, если А равен 2, 5, 7 сантиметрам. И с этим заданием вы легко справились. Конечно, вы все прекрасно знаете, что периметр – это 4 стороны, умноженные на данный сантиметр. Вот, пожалуйста, P равно 4 умножить на А. То есть, если А равно, например, 2, то периметр будет равен 8. Если А равен 5, то периметр равен 20. Если А равен 7, то периметр будет равен 28 сантиметрам. Молодцы. А зачем я у вас это все спрашиваю? Правильно, мы сегодня будем с вами работать из раздела 6.4P зависимости между величинами. Тема нашего урока – способы задания зависимости между величинами, а именно аналитический способ задания зависимости между величинами. Целями нашего урока – решать задачи на зависимость между величинами, знать способы задания зависимости между величинами, записывать формулу зависимости по ее описанию. Начинаем. Критериями оценивания у нас сегодня. Вы достигнете цели, если записываете формулу зависимости по ее описанию, умеете по формуле вычислять значение одной величины, зная значение другой. Задание номер 1. В таблицу приведены сведения о производстве зерна в Казахстане за последние 5 лет. Как думаете, зачем я вам задала такое задание? Здесь таблица. Что мы можем сделать? Конечно, мы можем анализировать, вести аналитику. Вот, пожалуйста. Например, мы легко можем узнать, в каком году было собрано больше всего зерна. В каком году было собрано меньше всего зерна? Мы можем узнать, например, на сколько миллион тонн зерна в 2015 году было собрано больше, чем в 2016. Конечно, больше всего было собрано зерна в 2017 году, меньше всего было в 2016. И на 1,5 миллиона тонн зерна было больше собрано в 2015 году, чем в 2016 году. Молодцы, вы точно так же справились? Это очень хорошо, прекрасно. Второе задание. Работа с формулой. Аналитический способ задания зависимости. Формулой. Дана формула S равно PR квадрат. Какая переменная является независимой, а какая зависимой? Какие значения может принимать радиус?
Нам надо найти значение S, если R равен 2. А π у нас равно приближенно 3,14. На это задание я вам дам, наверное, минуточку, наверное, будет достаточно. Так, минута истекла. Я думаю, что вы ответили так, что зависимой переменной будет S, R у нас независимая переменная, и чтобы найти S, нам необходимо 3,14 умножить на 2 в квадрате. У вас также получилось 12,56 квадратных единиц. Если так, то это очень хорошо. Молодцы! Продолжаем наш урок. Так, в этой таблице хотелось бы немножко вспомнить, что чтобы найти путь, мы должны скорость умножить на время. Чтобы найти работу, мы должны производительность умножить на время. Чтобы найти стоимость товара, мы должны цену умножить на количество товара. Чтобы найти площадь прямоугольника, мы должны воспользоваться длиной и шириной прямоугольника. Массу вещества находим с помощью плотности и объема. Массу вещества в растворе мы находим с помощью концентрации и массы раствора. Я думаю, в будущем с помощью данной формулы вы легко сможете решать любые задачи. Справитесь со всеми задачами. Так, следующее задание. В швейной мастерской было 200 метров ткани. Когда пошили X платьев, затратив на каждое платье по 2,5 метра ткани, осталось Y метров ткани. Задание. Первое. Задайте формулой зависимость между величинами X и Y. Второе. С помощью формулы найдите, сколько останется метров ткани, если сшили 30 платьев, 50 платьев. На это задание я вам дам, наверное, 1,5 минуты. Будет достаточно. Время пошло. Так, достаточно, время наше истекло. Ну, посмотрим.
Надеюсь, что вы задали формулу зависимости таким образом. Y равно 200 минус 2,5 умноженное на x. С помощью этой формулы вы легко решили. Если шили 30 платьев, то осталось 125 метров. Если шили 50 платьев, то осталось 75 метров. Ответ у вас 125 метров и 75 метров. Надеюсь, вы справились точно так же. Легко? Молодцы. Сегодня мы с вами записывали формулу зависимости по ее описанию. Мы умеем по формуле вычислять значение одной величины, зная значение другой. Домашним заданием я бы хотела вам задать номер 1285 на странице 150 по вашему учебнику. Математика, 6 класс, 2 часть. Я вам всем желаю прекрасного настроения. Спасибо за внимание. До свидания.